Не хочет в лунку лезть. Иван Григорьевич бы сейчас положил сюда шапку. Опа, вес хороший. Больше килограмма по-любому. Так. Друзья, всем доброго утра. На календаре у нас сегодня 23 апреля, 8 часов утра. Спал, друзья, как убитый. Вчера вот вторая сразу же после первой, потом третья сразу же после второй. Поел плотненько. Только успел закрыть глаза, хлоп. Печка, походу, вот березу, то, что кидал, разгорелась. Ночью проснулся весь сырой, вспотел, жара. Раздел футболку, повесил сушить. Одел другую. И все. Опять спать. Просыпаюсь. Птица, вот эта птица, которая постоянно здесь летает, кричит. Ну, не могу повторить. Прошлый год я специально выходил. Снимал, как она кричит. Разбудила она. И что-то подозрительно шумно стало. Выхожу. Глянул сначала на термометр, который висит у меня электронный. Плюсовая температура. Плюс 1,5 градуса тепла. Это потеплело. Это значит, не надо медлить. Потому что если на озере растает верхний слой льда, наста, будет терять прочность. Вчера-то еще в течение дня на солнце таяло, а так минус был, потому что пленочка была. Если начнет таять, то надо быстро-быстро валить оттуда, потому что под этим верхним слоем снизу каша. Местами очень и очень тонкая, так что будет опасно находиться там. Так что сейчас, не теряя ни минуты, по-быстрому завтракаем и едем. Едем проверять жерлицы, посмотрим, может, окуньков подергаем. И будем собираться сегодня домой. Вот такая вот короткая поездка сегодня. Ну, давайте уже, так как сегодня вечерних посиделок не будет, давайте прочтем пару приветов. Ну, вот этот привет хочу обязательно прочитать, потому что... Так, ник Вов 4Екс. Вот непонятно как, но я так думаю, кто написал, тот поймет. Геннадий, здравствуйте, удачных вам уловов. Можете поздравить моего деда с днем рождения, пожалуйста. Буду очень благодарен. Деда зовут Григорий Демьянович, 60 лет ему. Думаю, ему будет очень приятно, заранее благодарю. Григорий Демьянович, с юбилеем тебя, дорогой. Привет с рыбацкой избы, с берегов Печоры, с республики Коми. Дай Бог тебе долгих лет жизни, здоровья на долгие годы, счастья и благополучия твоей семье. Ну и еще парочку давайте. Даниэль Семенов. Гена, привет, все классно, хорошо сидишь. Я вспоминаю, как мы когда-то на Соеву ездили под мост, где ты с сыном вербу ломал на Пасху. Ген, передай моей дочери большой привет, ей будет приятно заранее. Спасибо. Мост, это, я так понимаю, Мылвинский мост. Мы там вербу ломали с мелким Генкой на вербу. В прошлом вроде бы, или позапрошлом году, не помню уже. Так что знаю, помню эти места. Мылва уже открыта. Вчера вот созванивался с родственниками. Они проживают на Мылве. И говорят, что она просто растаяла на месте. Не было никакого ледохода, ничего. От Соева все промыло. Мылва уже открыта полностью. А это значит, скоро-скоро промоет. И где-то через недельку пойдет у нас река Печора. Дочери Даниэля Семенова огромный привет. Так. Ну и Арсений Калашников. Передаю тебе привет. Город Пермь. Счастья, здоровья, долгих лет жизни.
Вот так вот. 3 привета. 3 привета. Приятного аппетита. Это в сторону. Это успеется. Это по приезду домой. Термос я заправил. Все-таки здорово, друзья, просыпаться. Высыпаешься вообще капитально. Кто не в курсе, дома, не дома, а вообще завели мы собаку. Щенка взяли. Щенок кокер-спаниеля. Зовут Джесси. Так вот, она с недавних времен просто спит на нашей кровати. Прямо между нами вот так вот спит. И каждый поворот, ну, там пошевелиться, тут пошевелиться. В общем, в течение ночи просыпаешься ты, ну, раз 10, наверное, примерно, вот так говорю. Там машина проедет возле... Хотя у нас такой спальный район, можно так сказать, но машины иногда ездят все-таки. Здесь же полнейшая тишина. Вот если эта птица бы не начала орать, я бы, наверное, до сих пор бы спал. И ветер бы не поднялся. Все-таки пошли посторонний шум, и вот сразу просыпаешься махом. Вот я думаю, медведь, если проснется и будет идти, хруст снега, я так думаю, издалека будет слышно. Хотя медведь ходит очень и очень осторожно. Если он пройдет по буранке, я так думаю, ты даже его и не услышишь. Вот. Медведи уже по-любому проснулись. Весна уже поздняя. Вот-вот откроется река. Что я говорил-то? И говорю, очень классно спать в избушке. Мне просто супер нравится. Высыпаешься капитально. Просыпаешься, и ты чувствуешь, что ты отдохнул. Действительно. Голова свежая. Тело отдохнувшее. Ну, полон энергии. Вообще круто, классно. Вот дома нет такого, как здесь в избе. Особенно, когда один. Когда вдвоем там кто-то похрапывает, кто-то попукивает, там еще что-нибудь, кто-то шевелится. А тут один. И вот в этой тишине отдыхать, это просто супер здорово. Ну все, точно теперь. До встречи на озере. Кушаем и едем в надежде на загары. Будут загары, будут щеки, это будет вообще круто. Погнали. Что, избушечка, давай пока до вечера. Мы на озеро. Погнали. Тормоза. Без тормозов бы я уже улетел. Бобр появился здесь, на ручье. Все грызет. Натаскал уже веток, кучу всякую, блин. Плотину собирается скотина делать. Ой. Вот этого вредителя надо ликвидировать бы, конечно. Он перегрыз уже 2 дерева, вот уронил. Сейчас вот он их будет перетаскивать, складывать здесь. Вот он здесь, паскуда, и живет, блин, в этом ручье.
Ладно, встретимся мы с тобой когда-нибудь, дай бог, на узкой тропиночке. Вода прибывает. Ну вот и приехали мы на наше озеро. На этот раз рисковать не буду, потому что плюсовая температура, да еще и солнышко вышло. В общем, оставляю урагана на берегу, а сам пешочком сейчас выйду на лед и посмотрим. Посмотрим результаты наших жерлиц, что и как. Погнали. Нас пока еще немножко держит, но лучше не надо. Прогуляемся пешочком, потому что, не дай бог, провалится верхний слой. Нижнего слоя может не быть. Вон темные пятнышки уже везде. Вода теплая делает свое дело. Рисковать тут незачем. Так, ну что, начнем с конца. Опа, вот верхний уже местами проваливается. Что-то пока загаров я не вижу. Ну ладненько. Еще не вечер. Тут есть и луночки. Посмотрим заодно, клюет, не клюет. Ну и конечно же, если увидим загар или еще что-нибудь, сделаем короткое включение. Пока выключаемся. Так. Обошел, короче, все жерлицы. Флажки, к сожалению, не загорелись. Хреново. Ну, с окунем ничего не изменилось, вон. Акушарики клюют только так. Первый заброс. И сразу полосатик. Темный полосатик. Ну, хоть окушки радуют, и то хорошо. Нет, есть. Второй. И размер тот же самый. Ничего не изменилось. Ладно, долго, я так думаю, задерживаться здесь не будем. Кое-какие дела еще надо сделать. Сейчас подергаем. Часик-два, наверное. Ох, это тоже что-то получше. Чуть-чуть получше. Немножечко подергаем. Часик-два. Пол-ведерочка где-то, наверное. И хватит. Много дел надо. Расчистить место под палатку. Посмотреть там что да как. Может быть, придется устанавливать. О, отлично. Вот вытаскиваешь, окуни черные. Немножко в ведре побудут, уже белеют. Опа. О, пошло-поехало. Пошло-поехало. Семечки. Черные семечки. Зато клюет. Опа. О. Хотя О, этот уже более-менее. Хотя крупный окунь здесь есть. Только не знаю, где-то он в стороне или кушать не хотит. Попадают, но очень редко. Бывает, даже вот таких окуней здесь ловил. А легенды ходят здесь и по 2, и 3 килограмма окуней ловили. Ножом даже голову отрезать не могли. Урубили топором. Жил такой здесь у нас тезка мой тоже, Геннадий Остяков. Вот он, говорят,
Пришел пешком, но правда это дело летом было. И на удочку поймал 2 крупных окуней, что голова в 3-литровый бетон аж не влезала. Ведь в соточку он точно не влезет, так что такого нам не надо. Полкилограммового хотя бы, несколько штук, можно почувствовать тяжесть. А так клюет отлично. Вот только сел пару минут, уже вон оп, опа, опа, и продолжает бить. Не знаю, получится, не получится после Пасхи выехать на зимнюю рыбалку. Если нет, то сегодня будет закрытие зимнего сезона. Так что получаем удовольствие. Скоро все закончится. Ну, ничего страшного. Весенние и летние сезоны не менее интересные. Каждому, всему свое время, в общем. Зимой мы в этом году порыбачили, поездили, половили, без рыбы не сидели, так что все хорошо. Итак, очередная лунка. И опять вот только закинул такой вот окушок. В общем, давайте, друзья, у нас же есть камера Калипсо. Давайте посмотрим, что там видно, что нет. Сейчас мы глянем. Мы увидим подводный мир Царского озера. А то что-то я все таскаю. Так ни разу и не посмотрели. Сейчас мы это дело исправим. Сейчас мы это дело посмотрим. Так. Пока ничего не вижу. Запись включать не будем. Навряд ли я что-то здесь увижу. Тем более солнце слепит. Так, вот оно дно. И включаем запись. Давайте посмотрим, что у нас тут видно. Ага, вот такое видно дно. А рыбы не видать. Так, что-то было промелькнуло. Вот он, окунь. Угу. Вот он есть. Так, ну-ка давайте попробуем включить освещение. Так, ну-ка. Освещение включили, и все окуни куда-то убежали, получается. Освещение пугает рыбу. Все исчезли, все пропали. Видимость вроде бы получше, но окушарики куда-то убежали. Так, понятно все с вами. Вот такое вот освещение. В общем, получается, мы расшугали всех окуней. Так что лучше выключить. Все, выключили. Нифига не видно. Но окуня мы увидели. Окунь есть.
где-нибудь надо, где две лунки рядом, посмотреть сам процесс ловли. А пока выключаем. Так, друзья, у нас работочка. Загар. Долгожданный загар. Пошел по жерлицам, проверю, думаю, живцов поменяю. Живцы все подохли. Во-во-во. Вроде шевельнулось, да. Так. Дергает, дергает. Вижу, что дергает. Ну, потихонечку, потихонечку. Так видно, надеюсь, да, друзья? Вес хороший. Такой нормальный вес. Потихоньку идет. Камера еще не. К берегу туда унесла. Давай, давай, потихонечку. Вот она, вот она. Опа, 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 опа. Блин. Калипсо, ты сейчас мне мешаешь. Не хочет в лунку лезть. Иван Григорьевич бы сейчас положил сюда шапку. Опа, вес хороший. Больше килограмма по-любому. Так, 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 так. Опа. Вот так вот, Янцкадан. Ну, наконец-то. Не зря. Это пару килограммов точно есть. Вот на такого маленького окушка попало. Аккуратнее, аккуратнее. Не надо в лунку обратно лезть. Успокойся, успокойся, моя хорошая. Фу. Ну вот он и результат. Вроде бы уже все, вроде бы уже попрощались с озером, сказали спасибо, но опять выставились, и вроде бы при всем, как бы кажется, бесклёве, все-таки щука показала себя. И вот такая вот красоточка, золотая щука Царского озера тигровой расцветки. Вот такая вот красотулечка. Все-таки Бог дал нам. Вот такую вот красоточку. О. Ну, килограмма 2 точно есть, как минимум. Янцкадан. Вот новое место. И новые окуня. Немного покрупнее. Вот такие уже. Таких уже можно и подергать. А мелочевку, где клюет, я уже там не сижу. Стараюсь идти на другое место, потому что жерлицы я мелочевкой насадил, поменял всех живцов, немного вот оставил, и все, хорош. Потому что в некоторых лунках клюет только мелочь. Крупных даже нету. Вот такие вот. Вообще вот такие вот сикелявки. Куда вот такие годятся? Только на живцов. Крупного живца почему-то брать не хотят. Ставил я, потому что на крупные крючки крупных живцов, окуней крупных, бесполезно. А вот тут, ну, вот это чуть поменьше, правда. В некоторых лунках, редко, конечно, но бывают такие, что вообще нет поклевок. Видать, там рыба нет.
В некоторых мелочевка, в некоторых вот, как вот это, не успел прийти, не успела блесна отпуститься, уже сразу начала хапать. То есть получается, здесь стоит стайка голодных окуней и просто хапает. Не взял с собой ледобура. Сейчас бы просверлили рядышком луночку и глянули бы, что там творится. Все. Закончились. Или закончились, или подошла щука. Резко прекратилась, потому что щука осторожничает. Вон сколько жерлиц получается, одна единственная сработка. И все живцы, все поголовно подохшие были. Вот вчера поздно вечером поменял, насадил новых живцов. Сегодня они все подохли. Я не знаю почему, но на крючке живцы здесь дохнут махом. Как бы постоянно надо менять. Таких куда нахрен хватит. Сильно мелких брать не буду, буду выпускать обратно. Хотя, мне кажется, это фигня полная. Этих окуней здесь очень и очень много. Может быть, из-за этого и не растут, потому что когда очень много рыбы, у них кормовой базы не хватает, получается, и они растут дохленькими. Так что надо мелочевку выкосить, чтобы оставшиеся были пожирнее, покрупнее. Все, пойдем к другой лунке. Так, нашел очередную лунку. Стайка, видать, здесь хорошая. Просто долбит один за одним. В общем, решил глянуть в камеру Калипсо, что она нам покажет. Так, сразу включаем запись. Ага, запись пошла. Так, смотрим. Дно. Блин, солнце слепит, плохо видно, конечно, но... Так. Странно. Окунь долбил как ошалелый, а вот он стоит, вижу. Он подходит к камере. Ага, вот он. Он там второй вроде бы дальше плавает. Освещение включать не буду, чтобы не напугать. Но не густо. Долбили прямо один за одним. Или я чего-то не вижу, или камера чего-то не разглядывает. Но не густо. Так, ладно. Хорош баловаться. Будем. Вот он. А, не может чуть повыше? Вот он. Ну да, немного повыше получается они. От дна.
Ладненько. Выключаем. И будем ловить. Тикс, 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 тикс. Хорошая штука. Так, ну чё, окуня мы там увидели. Правда, не в таком количестве, как я думал. Судя по тому, как клевало, вот примерно на таком уровне они были. Все, даже теперь клевать перестало. А просто долбили один за одним. Я думал, попал в такую кучу. А не тут-то было. Все, перестало. Нет, 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 нет. Ну, не такой. Таких я уже не беру. Хватит эту мелочевку. Чуть более-менее вот с ладошечку, тудом-сюдом. Таких забираю еще. Мелочевка уже нафиг. Живцы мне больше не нужны. Ну, ёшкин кот. Еще меньше. Живцы мне больше не нужны. Потому что всех живцов я поменял. Но там несколько штук в конце осталось. Сегодня будем сниматься и выезжать. Так что мелочевка мне это не нужна. Будем искать крупного окуня. Или щучку на блесну, было бы вообще классно. Такую до килограмма только. Сильно крупную не надо, иначе можно потерять блесну. Ну вот, на этой лунке нет ничего. Ладно, найдем клевую лунку, сделаем включение, пока выключаемся. Уже красавчик. Вот это уже хорош. Штук десяток выдернул с этой лунки, таких средненьких, а вот это уже... Ну, были бы все такие, ведро бы уже полное было. Я говорю, есть здесь нормальные экземпляры. Просто они что-то выеживаются, блин. Ну, все что ли? Нет. Это уже госстандарт. С десяток таких, наверное, я уже поймал. Вот таких вот хорошеньких, вот таких вот. Вот таких вот красавцев вот. Ну, все. Кончились. Стоит только включить камеру и все. Нет, 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 еще клюнул. Вырвал. По зубам прошелся. Ну, такой хорошенький тоже был. Ну. Ладно, не хочешь, как хочешь. Так, окунь продолжает поклевывать, правда, немножко активность снизилась. Не на каждой лунке, но вот найдешь лунку, как бы поклевывает. Но мне кажется, что надо отсюда дергать уже. Теплый ветер, потеплело заметно. Ощущается аж теплый ветер, и солнце делают свое дело. Лед местами вот начал вот так вот темнеть. А где он темнеет, вот
он уже как бы теряет прочность. Это уже не наст, это уже не ледок, который был с утра, а это уже просто снежная каша. Если верхний слой не выдержит, то ушел и провалится, то местами нижнего слоя нет. Или опять же это сплошняком все идет каша, потому что в эту зиму лед не замерз, получается, а просто наледью слоями была снежная каша. Прочный только верхний слой, который разъедает прямо на глазах. И мне кажется, что... О, журавль где-то кричит. Птицы начали подтягиваться на север. Журавли, лебеди я уже видел. Все просыпается. И мне кажется, что надо уже закругляться зимней рыбалкой. Скоро, уже очень скоро рыбалка по открытой воде. И сезон купания как бы раньше времени открывать нежелательно. Все, еще минут 15 порыбачим, подергаем полосатиков. И будем собираться, будем сматывать жерлицы. Новых сработок нет. Щука хоть что-то не хочет. Да и что-то и окунь что-то слабже начал. Если раньше он как дикий брал каждой лунки, то сейчас он похуже начал осторожничать. Опа, 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 по зубам-то прошелся как. Что-то хорошенькое было. Уже не хапает, уже так. Нюхает. Нюхает. Но берет. Это так вот сейчас, вот за пару минут я поймал 4 штуки. Да зимой бы такое счастье, ёшкин кот. Когда мы ставили палатку с Серегой. Что там в палатке-то не дергать, а? В тепле все. Но сейчас и палатка не нужна, вон теплый ветер, все прекрасно. Даже лучше, чем в палатке. Но я повторюсь. Опа, 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 о. Я думал, что такое тяжелое, он боком идет. Вот хотя бы такие вот были, и то хорошо. Рыбалка рыбалкой. А лед тает. И тает, кстати, на глазах. Надо сворачиваться. Все, сейчас еще одного вытащу. И... Ну вот. Это всегда так, когда говоришь, сейчас еще одного вытащу. Напрочь все пере... О! Журавли где-то. Я не знаю, слышно, не слышно вам. Полетели куда-то туда, на болото. Крррр. Крррр. Курлыкают. Куда идешь? Куда идешь? Куда идешь? Не надо туда ходить, там лед черный. Ну все, друзья, выключаемся и будем сворачиваться, наверное, уже сматывать жерлицы и все такое. Сделаем короткое включение при подведении итогов, если не будет загаров. Друзья, идет подъем жерлиц, и у меня на самоловке есть щука, но опять же зацеп. Вот катушка вымотана полностью. Он палку выкинул уже. Кто-то дергает. И опять у меня зацеп. Опять запуталась. Вот возле леса. Видать, коряги тут всякие.
Блин. Только что вот взял, вижу, что зацеп. И так... Не сильно тяжелый такой, где-то, ну, около килограмма щука, наверное, есть там. Досада. Опять рвать, опять -1. Что-то пошло потихоньку. Что-то тяну корягу какую-то. А все. Не, уже не тяну. Во. Видали, да? Может быть даже и больше. Во. Давай, отцепляй. Отцепляй сама себя. Отцепляй, моя хорошая, отцепляй. Да нет, тут больше. Во. Тут такая же, как та. Килограмма 2, наверное. Блин. И тащит. Вот куда-то она завернула, походу, вон. О. Видите, да? Не знаю, видно, не видно вам. Но тащит неплохо, вон. Блин, ну давай, распутывай, ёшкин кот. Блин. Вторая щука. О, пошла. Давай, моя хорошая, распутывай. Сетка, что ли, там старая, блин. Или что, не пойму. Если сетка, то... Особенно если деревянная капроновая, то хрен вытащишь ты ее. Не, куда-то... Блин, куда-то намотала. Ладно, пошла. Давай, иди. Иди распутывай. Как ты там запуталась? Видать, заглотила и закрутила. Ладно, друзья, пока выключаемся, будем дергать до победного. Может быть, что-нибудь да получится. Вон, как мы видим, щука есть. Щука неплохая, но куда-то закрутила. Блин, очень жаль, конечно. Очень жаль. Ладно, выключаемся, подергаем. Куда-то пошли пузырьки. Что-то... Вот она пошла дергаться. Вот, пошла дергаться. Откуда-то я ее отцепил. Не знаю откуда. Походу сетка там была. Точно сетка. Вот она. Сетка. Я ж думаю, вот что сетка. Где-то в корягу зацепилась. Я уже за свою жизнь вторую сетку уже вытаскиваю на жерлицу. Вот так вот оставляют сети. Вот это натуральные браконьеры. Я чья какая? 30-ка, наверное. Или 35-ка. Да без разницы. Главное, вот она. Щуку мы поймали наконец-то. Там, может быть, тоже сеть была. Вот она. Это сеть. Вот так вот оставили ее. И сейчас мы будем посмотреть, что там в этой сети. Вот вижу дохлого окуня уже. Сейчас давайте сначала отцепим. Я говорю, тянется как сетка, блин. Ну, с Божьей помощью, Янцекадан, мы все-таки освободили эту щуренцию, потому что все равно она бы уже не выжила, потому что запутанная в сеть, она бы так и так подохла, и получилось бы ни себе, ни людям. А так вот у нас вторая щучка, килограмма на 1,5,
как минимум хорошенькая такая. Вон Янскадан. И доброе дело, получается, сделали. Сейчас вытащим сеть. Давайте вытащим, наверное, сначала эту сеть. А то от тухлых окуней у меня уже воняет это все. И куда-нибудь на берег. Вот так, вот так вот. Вот. Руки бы поотрывать этим горе-рыбакам, блин. Которые оставляют сети. Закинул сеть. Будь добр проверять, блин. Вон какой коряжник тут. Вот. Все, походу, там палка осталась. Палка привязана. Палку не завести. Вот такой вот огрызок сети. Сейчас на берег куда-то закину ее в одну кучу, чтобы на реке ее больше не было. И будем отцеплять нашу красавицу. Ну вот, друзья, закончили мы подъем жерлиц. Не зря их кидали. Все-таки вчера одна небольшая щучка, сегодня две красивые, хорошие щуки. Все не зря. Все, что не делается, все к лучшему. Без труда не вынуть рыбку из пруда, как говорится. И очень хорошо, что я начал рано их поднимать. Вот где-то около часа у меня ушло их на подъем. И погода меняется просто на глазах. Лед, состояние, структура льда. Если вчера мы ходили, был сухой лед, то сегодня все, вот он уже тает. Немного еще держит вот это верхний слой. Но еще буквально час-два и держать он не будет. Вот такие места лучше уже обходить стороной темные, потому что можно провалиться. Вон, что хочу, друзья, показать. Вчера еще вот этого не было. Вон, берега уже открылись. Это получается северная сторона. Солнце, получается, сюда вот светит, греет. И от деревьев, от берега уже открылись. Там льда уже нет. Вот трещина. Лед подняло. Это когда еще берега, получается, держали. Вот. По всей длине озера вот такая вот трещина. Оп, это продавило. Вон, возле сосны вообще можно уже утком садиться. Растаяло метра два, наверное, от берега. Там льда уже нету. Лед съело просто на глазах. Вот эта сторона. И сейчас я дойду до первых лунок и покажу, какими стали лунки получается, за неделю. Те, которые я сверлил еще в прошлый раз. Вчерашние лунки где-то стали примерно на 130, а там сейчас, друзья, я дойду и покажу. Все, друзья, направляемся к урагану и будем выезжать, не теряя ни минуты. Скоро на этот лед будет уже не выйти. Это действительно последний лед. Это, походу, закрытие зимнего сезона. Не знаю, получится у меня где-то еще порыбачить, не получится. Но сюда, на это озеро, теперь, наверное, уже точно я не приду до нового сезона, до первого льда. Буду здесь только зимой. Спасибо, озеро, за красивых щук. В прошлый раз 9 штук. Ну, в прошлый раз мы 5 дней были. Сейчас за 2 дня 3 щуки тоже неплохо. На недельку малосолочка обеспечена. Так что все прекрасно, все хорошо. Главное, получили огромный позитивный заряд энергии. Я доволен. Рано собрались еще по той причине, потому что много чего надо переделать. Но мы это все увидим. Что я сделаю? Сейчас соберемся. Оставлю все вещи, которые пригодятся на весновке. Остальное, все ненужное, отвезу домой. И расчистим площадку под палатку. Но это мы скоро увидим. Пойдем посмотрим. Подходим сейчас к лункам уже. Это наше место, где мы
прошлый раз начинали рыбачить. Как мы видим, вот такая вот картина. Я тут раз еще спокойно выходил на берег. Вот, сложил дрова там в кучку. Думал, может, костерок разожгем, и все. Сейчас все это размыло. Вон, промоено. Сюда я уже не наступлю, потому что вчера вот здесь у нас рыба была. Все ходуном ходит, вон верхний слой. Нижнего, скорее всего, нет уже. Здесь я вчера уже верхний слой провалился. Вот. Это наши угольки. Сейчас это, на этом месте быстро-быстро протает. Блин, хотел показать лунки. Ну ладно, пойдем там какую-то лунку найдем. Потому что сюда лучше уже не подходить. Опасно, очень опасно. Так. Ну давайте. Блин, сюда тоже не подойду. Вон сейчас какую-то луночку найду. И покажу. Где более-менее. Вот, давайте. Вон. Но тут еще не так. Тут где-то на 150 лунка получается. А там я сейчас жерлицы поднимал. Вообще страх. Вон. Взять хотя бы вот эту лунку тоже уже сантиметров 20 в диаметре стало. А где еще больше? Размывает прямо на глазах. Вон уже появляется вода на льду. Это все, это надо уже гаситься. Вот такие места. Здесь уже лед вообще не прочный. Все. Еще раз говорим спасибо этому озеру и говорим до свидания. До свидания, озеро! Спасибо за рыбу! Встретимся осенью на первый лед. Так, ну что, можно подвести итоги нашей двухдневной рыбалки. 1,5-дневной рыбалки. Вчера приехали в обед где-то и сегодня порыбачили до обеда. В общем, вот такой вот улов. Ведерочка окуней не полная, но килограмм, я так думаю, 7, наверное. Ну, 6,5-7 килограмм по-любому будет. И вот такие вот красотули, за кем я сюда и приехал. Вот это больше 2 по-любому. Ну, это тоже около 2. Ну, и это небольшая щучка. Полкилошка, наверное. Я считаю, отличный улов. Мне понравилась рыбалка. Вот такая. Все. Жерлицы все собраны. Можно так сказать, завершение сезона зимнего прошло удачно. Не буду зарекаться. Может быть, возможно, где-нибудь, когда-нибудь, может быть, еще достану удочку. Займусь подледной рыбалкой, если будет время, если будет какая-то возможность. Но я так думаю, навряд ли. Завтра Пасха. Будем биться яйцами. Пробовать на прочность чьи покрепче. Это домашний праздник. Отдохнем. Ну а с понедельника начнутся новые заботы, новые поездки. И это вы все увидите. Пока не прощаемся. Мы еще покажем, чем мы будем заниматься. Мы же не просто так приехали сюда на рыбалку. Мы готовимся к весновке. Так что пока не выключаемся. Ну вот и приехали. Здравствуй. Весновка. Это место я назвал Весновка. Вот наш столик. Начал появляться. Ух ты, глубоко как еще. Здесь с Романом мы райский отдых, ролик был. Ели малосолочку под пенный напиток. Здесь стояла наша палатка. И примерно столько же было снега, когда я прошлый год решил его выкинуть. Может даже чуть больше. Наша задача скинуть отсюда снег, чтобы быстрее растаяло, подсохло место для весновки. Но это так себе. Это еще второстепенно. Главная задача — это пока есть снег, съездить в лес и напилить сухих дров, привезти, пока есть снег. Потом придется таскать на себе. В общем, 23 апреля. Вот такая вот обстановочка. Вот такое вот состояние льда. Его уже нет. Вот здесь вот уже открыто. Есть место, куда уткам садиться.
Завтра, послезавтра, я думаю, вот это все уже откроется. И к 1 числу, когда откроется охота, я так думаю, уже будет где утки съесть. Ну, а нам место, где ее подкараулить и добыть. Так что будем заниматься делами, а что получится, покажем. Все, погнали работать. Времени остается мало, уже солнце садится, так что надо много чего успеть. Куда дровишки? Из лесу вестим. Я думал, это все так просто. Нифига. Пришлось ехать в лес, в тайгу за дровами, блин. Поблизости только кусты. А сушняк только в тайге, блин. Так, на первое время хватит. А там видно будет. Как-то вот так. Готовимся к весновке. Я так думаю, на первое время хватит вот этих дров. Печь экономка. Дрова тратить экономно. А там видно будет. На крайняк поблизости тут пару сушин оставил, таких тонких. Не стал рубить. Если не хватит, можно будет на себе привезти. Так, ну что, у нас уже темнеет. Давай-ка немного, наверное, покидаем все-таки. Хуже не будет, это точно.
думаю, хватит, наверное. Основная площадка почищена. Завтра будет солнце, ветер, тепло. Здесь все растает. А потом от темной земли, от тепла и здесь будет потаивать. Здесь будет стоять наша палатка. Уже очень-очень скоро. Через неделю мы здесь будем жить в этой палатке. Да здравствует весновка. Можно было еще немножко покидать, но уже почти темно. А по темному возвращаться, тем более я еще не знаю, какая дорога, тоже не айс. Так что, друзья, как-то вот так получился мой выход. Что запланировали, сделали. Да, не получилось переехать на остров, но ничего страшного. Прошлый год весновка здесь прошла на ура, так что и этот год пройдет не хуже. Все будет как надо. Доски завезли, палатку завезли, печку завезли, все вещи завезли. Осталось завести продукты, патроны, ну и еще там по мелочам. Резинку, лодку привезти, мотор, бензин. И да здравствует весновка. Ну а пока давайте прощаться, но ненадолго. Скоро увидимся на канале Коми Рыбак. До встречи, друзья.